Вот так вот хочется сделать. Ну, не по-хорошему они будут. Они будут по-хорошему. В составе розмарин, водный аккорд, пачули. Я не любитель пачули. Честное слово, мне все ароматы, где есть пачули, мне лично не нравятся. Ну, давай, надо кофейку нюхнуть. Это женский аромат. Это один из первых ароматов компании Avon. Это коллекционный, наверное, аромат. Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет очередной выпуск, я уже сбился с счету. То ли 6-й, то ли 7-й выпуск видеообзора, где я тестирую все ароматы компании Avon. Понятно, что в одно видео они не влезут, поэтому мы будем по очередности показывать все ароматы. Сегодня у нас очередной выпуск, и по очереди сегодня у нас будет мужской обзор. Я подготовил вам 1, 2, 3, 4, 5, 6 ароматов мужских. Сегодня я каждый протестирую, дам свой отзыв. Тем, кто смотрит впервые это видео, хочу сказать, что я честно, как есть, как легло, как говорится, так и рассказываю. Если мне аромат не нравится, значит я и говорю, что он не нравится. Хоть я и работаю в компании Avon, это не значит, что мне все должно нравиться. Надеюсь, что вам этот выпуск тоже понравится, поэтому жду ваши лайки, комментарии. Пишите, что вы думаете про эти ароматы, про которые мы сегодня будем рассказывать. Итак, давайте приступим непосредственно к обзору. И вы уже в названии ролика видели, мы сегодня с вами будем тестировать линеечку Musk. Musk, кому как удобней. И мне сразу попался первый аромат, это Musk Marine. Это, знаете, это, наверное, насколько я помню, это самый первый аромат в этой линеечке. Хочу сразу сказать, забегая наперед, что это ароматы бюджетные. Наверное, как и все в компании Avon. Нет, на самом деле ароматы бюджетные. Сейчас, по-моему, в действующем каталоге их нету. Я открыл вот следующий каталог майский. В мае они будут по-хорошему по-хорошему. У них будет хорошее предложение. Они будут стоить 2300 тенге. Вот, ну, давайте будем пробовать. Первый аромат это у нас, как я уже сказал, классический. Ну, классический это я называю те ароматы, которые выходили самые первые. Musk Marine. Так, что у нас про него говорят? Это фужерно-ароматический аромат в составе мята, лаванда, дубовый мох. Давайте я его попробую. Ну, первое впечатление, когда я качнул аромат, он довольно такой рисковатый сначала. Вот вы знаете, сразу скажу, что это аромат в этой линейке, он один из самых, наверное, популярных ароматов. Ну, понятно, он первый же был выпущен, и люди к нему уже привыкли. У него, знаете, классный, сладковатый, он такой нежный, но не приторный аромат. Довольно такой, мне он, в принципе, нравится. Прикольный. Я бы, наверное, попробовал его, но посмотрим еще ароматы, да? Посмотрим еще одни ароматы, какие есть. Они идут все 75 мл. Вот такой вот у него, ну, я бы сказал, обычный дизайн. Ничего тут сверхъестественного нет. Довольно, в принципе, интересный аромат. Так, следующий аромат, это у нас, эта же линейка. Musk Intensive. Intensive. Так, это у нас аромат. Давайте его откроем. Ну, они все ароматы, естественно, раз с одной линеечки, они все по дизайну похожи. Единственное, что у них меняется цвет. Вот, кстати, вот этот аромат, я хочу сказать, что он, по-моему, одна из последних новинок. Так, это у нас древесно-акватический аромат. Насколько я понимаю, что мне больше всего нравятся древесные ароматы, хотя я люблю ароматы свежие. В составе розмарин, водный аккорд, пачули. Я не любитель пачули. Честное слово, мне все ароматы, где есть пачули, мне лично не нравятся. Ну, давайте посмотрим. Так, надо кофейку нюхнуть. Сегодня у меня, ну, такой мужской обзор. Я решил взять кофе помощнее, натуральный, в зернах. Чпок. О,
до мозгов, прям до мозгов. Ну что, давайте посмотрим этот аромат. Ну, он также, в принципе, как и этот, как и первый аромат, он тоже такой рисковатый. Ну, тоже сладковатый, ну, все-таки. Но он вроде как, как будто посвежее. Как будто посвежее этого аромата. Здесь он уже выветривается, по-другому открывается. Ну, я еще раз говорю, пачули мне не нравится. И вот эти ноты, ну, он чем-то, в принципе, похож, по-моему, на первый аромат. В принципе, тоже довольно неплохой. Давайте сейчас дальше пройдем. Они чуть постоят, и мы вернемся к ним опять. Так, следующий аромат — это Муск Шторм. Муск Шторм. Давайте теперь его нюхнем. Нюхнем этот аромат. Так, здесь у нас ищем его. Ищем. Идет древесно-ароматический аромат. Тоже, видите, опять идет он древесный. Мята, кардамон, древесный аккорд. О, мята. Ну, значит, он должен быть посвежее. Ух ты! Я бы сказал, не мята, а как елочка, что ли. Так, ну он тоже, друзья, рисковатый. Когда вот качнул, он довольно резковатый. Ой, не знаю. Что-то я, кажется, уже перенюхал. Но мне он вообще он мне не нравится. Вот это Шторм, так Шторм. Не знаю. Вот эти первые более-менее. Так, и последний аромат в этой линейке. Это Musk Fresh. Хочу сказать, что в этой линейке были еще ароматы, но они уже сняты с производства. Поэтому у меня в наличии, друзья, 4 аромата, но сейчас их 5 ароматов. Те ароматы, которые я не показал, то есть у меня их по какой-то причине не было, я обязательно покажу. Итак, это точно, по-моему, один из последних ароматов. Fresh, он такой вот зелененького цвета. Древесный аромат. Он древесный аромат, охлажденный базилик, альпийский аккорд, дубовый мох. Ну, звучит довольно так свеженько. Не слышу. Да, вот это вот, знаете, вся линейка, она какая-то однотипная. Они все на друг друга практически похожи. Ой. Не знаю, я как-то не могу сказать. Но он вроде посвежее предыдущих ароматов, вроде посвежее. Давайте еще раз вернемся. Еще раз посмотрим, они уже все-таки немножечко постояли. Ну вот, да, вот первый аромат, он все-таки как-то больше выигрывает, нежели остальные. Так, это Муск Марин. Теперь интенсив. Слушайте, ну мне интенсив стал как-то, ну, больше нравится. У него какой-то вот прикольный такой, прикольный. Я, кстати, раньше не обращал внимания. Ну вот, Шторм мне не нравится, все. Не хочу его даже нюхать, вот честно. Ну это свеженький, все-таки фреш. Аромат свежий, довольно прикольный. Но мне больше всего, конечно, все-таки понравился вот этот аромат. Я бы, конечно, его попробовал. Но есть другие мои фавориты. Кстати, друзья, скоро будет видео, обзор мои мужские фавориты. Поэтому, пожалуйста, не пропустите. Обязательно сделаю. Но у меня, я сказал, 6 ароматов. Еще 2 аромата, это уже другая линеечка. Чтобы видео совсем коротким не казалось, я приготовил вам еще 6 ароматов. Это аромат Стамина. Это аромат у нас спортивная такая линеечка. Они вышли в дуэте. В дуэте их есть мужской аромат и есть женский. У меня, надеюсь, мужской. Это я в прошлый раз перепутал коробочки аж сразу в 2 ароматах. Беспредел какой-то. Беспредел, друзья. Вот. У него такой вот конусный дизайн. Прикольный. Кстати, ну он такой
Вы знаете, в чем проблема? Я вот эти, вот настолько вот эта мощная линейка, они прям вот такие, ну, брутальные, что ли, такие мужицкие ароматы. Я бы не сказал, что они для таких взрослых мужчин. По-моему, вот это вся такая молодежная линеечка. Я вот уже стамину практически не слышу. Так, а здесь у нас что идет? Ух ты, друзья, у меня его в каталоге нету. Я что-то не посмотрел, не подготовился. Он чем-то напоминает вот этот аромат Fresh, тоже такой довольно, в принципе, легкий. Ну, сейчас он рисковатый, но он будет однозначно, когда выдохнется. Ой, нет, мне он не нравится. Нет, фу. Рисковатый. Вот, наверное, да, он спортивный для спортзала, чтобы пришел, покачался, пропотел, чтобы не побрызгал, точно перебьет запах пота. Ну, не знаю. Мое мнение, конечно. Сразу хочу сказать, друзья, это лично мое мнение. У нас мнения могут не совпадать. Поэтому я и всегда вас прошу, напишите в комментарии ваше мнение по этим ароматам. Все-таки какие ароматы из этой линейки вам нравятся. Следующий аромат я не представил. Это Avon Pure. Отсвечивает у меня лампа. Светит. Красивая, мощная лампа. Мне ее подарили на день рождения, друзья. Шикарная лампа. Я в восторге. Это тоже аромат выходил в дуэте с женским. Сейчас они в каталоге очень редко появляются, вот эти два аромата. Но они есть. И они также, друзья, стоят, как и муск. То есть 2300. Ну, у них практически одинаковая цена. Ну, вот не знаю я. Тоже. Нет. Это что такое? Если вот в прошлом обзоре Пурбланка я прям был в восторге. Так они мне понравились. X-Series мужские ароматы. Ну, все почти понравились. Но здесь это вот не знаю я, ну, что это такое. Вот так вот хочется сделать. Ну, не... Они все рисковатые. Все. Абсолютно. Но не мое это. Не мое. Так что вот, друзья, как-то так. Все. Башка теперь будет трещать по швам. Унюхался. Друзья, ну вот, в принципе, такой обзор, если подвести итоги, то, наверное, больше всего мне... Нет, не знаю. Никакой не нравится. Все резкие, не хочу. Ну, будем объективны, я скажу честно, что, в принципе, Муск Марин... Он самый популярный, ну, из этой линейки, он больше пользуется спросом. Еще года 2 назад его прям как семечки разбирали. Сейчас пришел на смену, наверное, ему X-Series. Он дешевле и он интереснее. Там все ароматы... Ой, сейчас чихнул. Спасибо. Ой. Там все ароматы, в общем, получается в этом... В X-Series. Это что такое? Они все разные. А здесь вот как будто бы они все одинаковые. В общем, мне они не нравятся. Все вот эти ароматы мне не нравились. Не понравились. Ну, вот такой, к сожалению, обзор. Напишите в комментарии, что вы думаете. Какие ароматы вам из этих ароматов нравятся. Какие вы приобретаете. Какие вы точно не будете приобретать. Вот. Друзья, ну, прежде чем закончим обзор, я вам хочу поделиться с вами еще одним небольшим ароматом. Дело в том, что я как-то делал видео, и вот недавно у меня был прямой эфир, в котором я показал этот аромат, но в прямом эфире было мало людей, и многие, конечно, не посмотрели. Помните, у меня в этом году выходила парфюмерная эстафета, где я рассказывал про свои ароматы. И там был вопрос, какой аромат я бережно и трепетно храню. Это женский аромат. Это один из первых ароматов компании Avon. Это коллекционный, наверное, аромат. Мне его подарила мой лидер,
она его получила в подарок. Она получила в подарок их 3 аромата. Вот она вот мне троечку подарила. Вот, это ароматы, которые вот, когда Avon только образовался, так скажем, когда только начинался, вот этот один из первых ароматов, который наш основатель дарил женщинам при покупке книг. Да, компания Avon начиналась не как парфюмерная компания, а он продавал книги и дарил к своим клиентам ароматы. Дэвид Маккойл. Вот, и вот это один из этих ароматов, который мне достался, он коллекционный, я его бережно храню. Он действительно клевый, и он от всех ароматов, вообще от всех ароматов сильно отличается. Называется он Violet. Вот такой вот аромат. Плохо видно, да? Ну что, дорогие мои, вот такой вот у нас получился обзор. Впереди еще куча ароматов. Я знаю, что вы просите показать ароматы эти, показать ароматы те. Я все покажу. Наберитесь, пожалуйста, терпения и не пропустите. Каждую неделю, ну сейчас по традиции это выходит видео в четверг, но тем не менее может и раньше выйти. Поэтому каждую неделю выходит видеообзор ароматов. И на следующей неделе мы с вами будем тестировать и пробовать уже женские ароматы. Какие они будут, какая это будет линейка, я еще, друзья, не знаю. Надо дождаться. Я подготовлюсь, чтобы эти ароматы собрать. И обязательно вам расскажу. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока. Пока.